Новые тротуары, асфальтирование, лавочки, урны, освещение, озеленение. Такие преображения ждут жителей Карабулака. До конца 2022 года в городе планируют благоустроить 3 общественные территории, расположенные на улицах Зязикова, Пушкина и Градусова. Эти объекты были выбраны жителями из представленного списка в ходе рейтингового онлайн-голосования в прошлом году. Строительные работы уже начались на улице Пушкина. Она расположена на окраине города в районе новостроек и абсолютно не благоустроена. Год назад здесь заработали новый детский сад и школа на 720 мест. На благоустройство территории выделено более 5 миллионов в рамках программы формирования комфортной городской среды. По результатам рейтинга голосования нами было выставлено, включено в программу формирования комфортной городской среды. И по результатам рейтинга голосования данная улица заняла 3-е место. Если не ошибаюсь, там за данный объект отдали голосов, более 500 голосов было. В ожидании преображения не только местные жители, но и работники образовательных учреждений. Отсутствие хороших условий особенно ощущается в непогоду. Дети за знаниями вынуждены добираться по грязи и слякоти. Жители, которые живут поблизости, улицы домов не асфальтированы. И, естественно, дети по этим причинам из-за непогоды не могли, в принципе, выйти из дома, потому что где-то застревали, где-то машина не могла проехать. И приходилось обходить и заходить уже во двор со стороны садика, который находится рядом. И благодаря строительству данной дороги детям, то есть нашим ученикам, будет легче добираться до образовательной организации. Активно в прошлом году жители голосовали из-за улицы Зязикова и Градусова, где сосредоточены социально значимые объекты. Школа, центральная мечеть. Работы в рамках программы предполагают обустройство дороги с установкой бордюрного камня, прокладку тротуаров и освещения. Всего на благоустройство 3 улиц выделено 26 миллионов. По сложности все работы идентичны, они все сложные. Именно вот эти дорожные работы, они сложные работы. Но по сметной стоимости у нас 13 миллионов по улице Градусова, так как и протяженность там около километра, более 900 метров. Здесь только 320 метров. И улица Зязикова, там тоже протяженность около 300 метров, но там есть прилегающая территория к центральной соборной мечети, которая у нас будет парковочная зона. В связи с этим там тоже сумма более 7 миллионов. Сметная документация готова. Конкурсные работы по отбору подрядных организаций уже проведены, средства распределены. Все работы на этих улицах местная администрация планирует завершить до конца августа, чтобы успеть к следующему празднованию Дню города Карабулака. Ну а до конца 2023 года в Карабулаке благоустроят еще 3 общественных территории. Это улицы, участвовавшие в прошлом году в рейтинговом онлайн-голосовании и не набравшие достаточное количество баллов. Однако на этот раз у горожан есть право самим определить облик, который им понравится больше. Если в 2021 голосовали за общественные территории, то сейчас выбираем один из 2 дизайн-проектов. Одна из этих улиц – Фрунзе. В прошлом году она заняла 4-е место. Не хватило около 100 голосов. Площадь благоустраиваемой территории составит около 500 метров. Здесь расположены гимназия, мечеть, колледж, детский сад. Улица очень имеет такой большой трафик проходимости населения, так как для пешеходов эта улица связывает с центральным микрорайоном, 3-й микрорайон. И поэтому была у нас необходимость в благоустройстве, создании благоприятных условий для наших горожан. Другие 2 улицы тоже расположены в центральной части города. По Балкоево ожидается строительство городской поликлиники, в связи с чем необходима 2-я дублирующая дорога. По улице Промысловой намерены построить пешеходную зону, проложить новый асфальт и провести освещение. Опять же, хотелось бы обратиться к населению, чтобы они более активно принимали участие при проведении самого рейтинга голосования. Это будет проводиться, как и в прошлом году, на едином портале загорсреда.06. Каждый горожанин имеет право отдать свой голос за тот или иной дизайн-проект, который там будет выставляться. Онлайн-голосование продлится до 30 мая. Чтобы оставить свой голос, жителям необходимо зарегистрироваться с помощью госуслуг или по номеру телефона, зайти на платформу, выбрать свой регион и поставить галочку напротив понравившегося варианта. Диана Дударова, Рамзан Зурабов, Новости 24.